Ибн Масуд сказал, я сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, есть ли у этого часа признак, по которому его можно узнать? Он сказал, да, о Ибн Масуд, мусульмане должны знать эти признаки с тем, чтобы они могли их узнать, когда увидят их. Существует множество признаков. Одним из признаков является то, что дети наполнятся яростью, дождь становится горящим или окисленным, кислотные дожди. Вы увидите, как злых людей становится больше. О Ибн Масуд, среди признаков и условий наступления судного дня то, что народ будет доверять ненадежным людям, а надежных людей они будут считать вероломными. Правдивого человека будут называть лжецом, а того, кто лжет, назовут говорящим правду. Вот эти признаки. Я считаю, что эти слова ясно доказывают чудо пророческого дара посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Он сказал, что тарелки будут постоянно сообщаться между собой. И пророк, алейхиссалату вассалям, употребил то самое слово для определения спутниковой связи. И люди будут разрывать родственные узы. Другими словами, они будут оставаться дома и смотреть телевизор по спутниковой тарелке и не будут навещать своих соседей. Я считаю, что это удивительный хадис. من أعلام الساعة وأشراطها أن يسود كل قبيلة منافقوها. Вы увидите, как лицемеры будут править. وكل سوق فجارها. И вы увидите, как наихудшие люди будут контролировать рынок. У вас будут украшенные мечети, но сердца будут безобразными. То есть люди молятся в мечетях, но в их сердцах нет чистоты, а сама мечеть прекрасна. Верующий будет более униженным, чем безобразный козел, как будто он ничто. Повсеместно распространится гомосексуализм и лесбиянство. Он также сказал, вы увидите, как у молодых людей будет огромное богатство. К примеру, Цукерберг стал мультимиллиардером до достижения им возраста 30 лет. Вы увидите различные движения, которые портят женщин. Вы увидите, как разрушаются цивилизации, и как цивилизацией станет разрушение мира. То есть разрушение мира станет цивилизацией. Разрушение. Широко распространятся музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты будут у людей на голове. Откуда он мог знать об этом? Ведь это то, о чем говорится в хадисах. Я ничего не придумываю. Да, говорится, на их головах музыкальные инструменты. Кто мог подумать, кто мог знать во времена нашего пророка, алейхиссалату вассалям, что означают эти слова? Но сегодня мы видим это, видим этих людей повсеместно. Он сказал, ты увидишь много вооруженных людей, полиции, а также то, что люди насмехаются и веселятся. А сейчас посмотрите на все эти телешоу, где они насмехаются над людьми. Вы увидите много детей, рожденных вне брака. В моей стране сейчас свыше 50%. Просто удивительно. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что сердцам людей будут показывать столкновения, как на коврике. Здесь две линии, горизонтальная и вертикальная. То есть это телевизор. Это устройство по форме напоминает коврик. И как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, сердцам людей будут показывать столкновения, как на коврике. Именно так шайтан разрушает сердца людей, показывая смуту и жестокость в фильмах и по телевизору. Снова и снова, до тех пор, пока люди не привыкнут к насилию. Для них это становится нормой, их это больше не шокирует. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, также сказал, в аду есть два типа людей, которых я не видел.
Вы увидите людей с розгами, похожими на коровьи хвосты, и они будут бить ими людей. А также женщины, которые одеты и в то же время раздеты. Они раскачиваются при ходьбе и заставляют других обращать на них внимание. О Аллах, поистине пророк сказал истину. Он сказал, что их волосы будут похожи на шерсть двух горбых верблюдов. А ведь это не те верблюды, которые были у арабов. Они пришли из Персии. Именно так они увидели их и знали, как они выглядят. Эти люди не войдут в рай. Вот почему я говорю, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал истину. Он сказал, люди из моей уммы будут пить алкогольные напитки, но будут давать им другие названия. И в действительности у них так много самых разных названий. Я прошу защиту у Аллаха от шайтана, и Аллах свидетель, что я передал послание.